Со времен китайского вторжения в Восточный Туркестан уйгуры пытаются сохранить свои чудесные открытия и секретные рецепты в области уйгурской медицины. Однако знаменитые рецепты в уйгурской медицине предков называются и воспринимаются как китайская медицина. Так выяснилось, что оккупационный китайский режим также включил 38 видов тарифных лекарств с фиксированным источником, созданных уйгурскими целителями в качестве каталога традиционной китайской медицины. Согласно официальному сайту Национального управления по лекарственным средствам Китая, опубликован каталог традиционных древних китайских медицинских рецептов. Каталог содержит тарифы в общей сложности на 217 традиционных китайских лекарственных средств. Среди них 38 видов уйгурской традиционной медицины и рецепты многих поколений. 7-8 сентября в Тайбэе, Тайвань, прошла конференция на тему «Международная свобода вероисповедания», главной темой которой стал геноцид уйгуров. Во встрече приняли участие 150 человек, в том числе законодатели США, европейских стран, стран Африки и Латинской Америки, организаций гражданского общества, религиозных лидеров, активистов, а также спикер парламента Тайваня и члены парламента. От имени уйгуров на встрече в качестве приглашенных присутствовали президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса, главный исполнительный директор Амерканат и бывший председатель Американской комиссии по международной религиозной свободе Нури Тюркель. Уйгурская делегация во главе с господином Хидаетом Агузаном, президентом Международного союза НПО Восточного Туркестана в Стамбуле, встретилась с представителями политических партий в Анкаре 6 сентября в рамках серии визитов. Сначала делегация посетила заместителя министра национального образования господина Назифа Йылмаза в его офисе и пожелала ему успехов на вновь назначенной должности. Затем он посетил председателя партии господина Мустафу Дестечи в штаб-квартире партии «Великий Союз». Делегация также посетила лидера партии «Возрождение» господина Фатиха Эрбакана в штаб-квартире партии и обменялась мнениями о будущем дела Восточного Туркестана. Италия, единственная страна G7, участвующая в китайском проекте «Один пояс, один путь», объявила о своем намерении выйти из проекта. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась со своим китайским коллегой Ли Чаном на полях саммита G20 в Индии. Согласно сообщению итальянской газеты «Корьере делла Сера», премьер-министр Мелони передала своему коллеге во время встречи намерение Италии выйти из проекта «Один пояс, один путь». Премьер Китая Ли Чан попытался убедить Мелони пересмотреть решение. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фун Чонг договорились поднять уровень отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства. Что касается визита Байдена во Вьетнам, то он подчеркнул, что не пытается начать холодную войну с Китаем, заявив, что его целью является стабилизация мира путем улучшения связи США с Вьетнамом и другими азиатскими странами. Число людей, погибших в результате землетрясений в Марокко, возросло до 2122 человек, а число раненых до 2421. Министр юстиции Марокко Абдель-Латиф Вехбе заявил, что многие деревни, которые были потрясены землетрясением магнитудой 7, были полностью разрушены.